Этот момент по праву называют историческим. Первые сваи домов нового микрорайона строители забивают в присутствии президента Татарстана. Самая депрессивная территория, как отметил сегодня казанский мэр, постепенно обретает новую жизнь. Идею о реновации когда-то заброшенной территории около 10 лет назад предложил Рустам Минниханов. Но только сейчас пазл сложился. Нашлись и инвесторы, и архитектурное решение устроило всех. Над проектом работали лучшие специалисты страны. Если вот посмотреть нашу столицу, выход Волги вообще нет. Значит, там меловые поля, очистные, там вот грузовые площадки. Все есть, кроме того, чтобы люди могли жить и насладиться вот этой красотой. Это новая глава, значит, архитектурных решений для нашей столицы. Поэтому некий вот такой высокий стандарт, я вот прошу инвесторов учесть, это должен быть пример, куда наша столица должна стремиться. В ближайшие 10 лет на этой территории, в районе улицы Портовая, должны появиться 20 жилых домов. Это около 1000 квартир. Новые общественные пространства, комфортные зеленые зоны, деловые и коммерческие центры. К этой территории предъявлялись следующие требования. Она должна нас вести в будущее. Она должна быть и для будущего поколения в том числе. Она должна вдохновлять, она должна предлагать новые решения, современные решения. Современные технологии и урбанистические тренды в новом микрорайоне будут сочетаться с национальной идентичностью. По замыслу архитекторов, внешний облик домов будет отсылать к образу башни Сюмбике. Фасады и цветовые решения в стилистике татарской вышивки XIX века. А на этом месте по проекту в ближайшие 10 лет появится новая Казанская набережная. Начинаться она будет у речного порта, а заканчиваться вот за этой косой, практически у поселка Атары. Этот ныне недействующий элеватор, символ и самый узнаваемый объект территории оставят как память об истории Казани. Эпохальные события, когда мы в буквальном смысле, вот как Санкт-Петербург, прорубали окно в Европу, мы сегодняшним стартом проекта прорубаем окно и возможность жить и наслаждаться нашей красавицей матушкой Волгой, чего у нас, к сожалению, десятилетиями не было. Поэтому это сложный проект, он очень емкий, инфраструктура не готова здесь. То есть много чего нужно будет сложить воедино. Новый проект реализуется с помощью инвесторов, среди них и Сбербанк. Соглашение о реновации территории речного порта заключили еще в начале сентября на Восточном экономическом форуме. По предварительным расчетам, общая сумма инвестиций составит 500 миллиардов рублей. Этот проект, он не только очень знаковый для Татарстана, он очень знаковый для страны, потому что многие потом будут смотреть на этот опыт, учиться и менять свои города. У нас очень много городов, которые требуют таких же реконструкций, промышленных зон, реноваций. По проекту реновации здесь появятся школы и 8 детских садов. Первые 4 жилых дома обещают построить к 2025 году. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.